принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. Проводится соревнование чемпионат города Якутска. Это ежегодный традиционный турнир, как бы завершающий на лето спортивный сезон республики по гиревому спорту. Сегодня присутствуют 4 улуса. Чорапчами, Кангаласка и город Якутск, и 2 ребят из Верхнего Луцка. Как я говорю, людей мало, но все равно накал большой. Есть с кем соревноваться. Есть, например, среди девушек до сих пор идет спор, острая конкуренция идет среди Елисеевой Лидии и Туприной Анны из Кангаласского улуса. Они из года в год показывают очень хороший результат, они между собой конкурируют. А в 2 весовых категориях среди женщин конкуренции нету, людей мало. Так, а среди мужчин конкуренция есть до 68 и до 74 килограмм. Там особенно до 74 килограмм выступают явные лидеры, 3 они присутствуют, они между собой сегодня соревнуются. Не знаем, посмотрим через некоторое время, кто из них победит из этих 3. Можно считать этот городской чемпионат как отборочный на чемпионат России? Нет, мы проверяем проверочные. Отборочные соревнования у нас проводили в марте месяце перед азиатской зоной России и другие там, за пределами республики проводятся сильные турниры. Отборочный является чемпионат республики, лишь командное первенство. Турслет школьников города Якутска проводится ежегодно. Его проводит Управление образования города Якутска, станция юных туристов Саха-Ориентир и Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Саха-Якутия. На турслете программа состоит из нескольких видов. Это такие виды, как спортивное ориентирование, туристская техника, поисково-спасательные работы, установка лагеря, это бивак все называется, потом краеведение. В основном такие виды. Участвуют школьные команды города Якутска. В этом году участвуют 10 школьных команд. Всего где-то около 100 участников. Необходимое снаряжение для турполосы, проводимое в данный момент. 4 карабина,
2 карабина на усах, одно на основной обвязке и одно для страховки жумара. Вот, система состоит нижняя обвязка и верхняя грудная. Все, связано это между собой усом самостраховки и вот карабином. В принципе, все. Пятая городская дворовая спартакиада. Эта дворовая спартакиада отличен от других спартакиад тем, что в этой спартакиаде участвуют дети, которые не ходят в секции детских спортивных школ. Это конкретно дворовые ребята. И вот сегодня у нас принимает участие 10 команд. К сожалению, 5 команд округов и пригородов не смогли выставить команды, но ничего, ждем в следующий раз, они в полном составе будут команды участвовать. Но сегодня у нас веселые старты, это начало нашей спартакиады, и последний вид будет у нас 4, 5, 6 июля. И в отличие от предыдущих спартакиад дворовых, у нас в этой спартакиаде будет финальные части по игровым видам спорта, будет суперфинал. Это 4 команды, по 2 команды от пригорода и округов будут в финале играть за суперкубок. Вот это мини-футбол, стритбол и волейбол, 3 вида. И специально мы подгадали такое время, что 5, 6, 4 июля в это время будет проходить в городе Якутске Россия спортивная держава. Вот к этому, чтобы все наши центральные площадки искусственным покрытием все были заняты, поэтому мы там будем проводить вот эти финальные игры. И всех болельщиков приглашаем, поболейте за ваших ребят. Сегодня мы подводим итоги наших мероприятий, которые были приурочены к 5-м международным спортивным играм «Дети Азии». Это прежде всего заочный республиканский лыжный поход и пеший поход Якутск-Сочи, где приняли участие практически все улусы района нашей республики, более 350 школ, и выявили 10 победителей, которые практически каждая из которых дошли до Сочи самостоятельно. Ну, еще много другие прошли более 1000 километров. Также по другим мероприятиям, в том числе по заочной викторине по странам-участницам международных спортивных игр «Дети Азии», а также по другим многим мероприятиям. Вот мы сегодня подвели итоги, и, как мы обещали, все получили ценные призы, кубки, сертификаты, грамоты, ну и большие хорошие подарки.
Вот снимайте, он застревает, а мы его вытаскиваем. Благотворительная лотерея «Дети Азии». Призы: 3 квартиры в Якутске, 12 автомобилей УАЗ, 12 тракторов Синтай и 120 спортивных товаров. Билеты в кассах театра оперы и балета, кинотеатров «Лена» и «Центральный», торговых центрах «Айсберг», ЦУМ, на крестьянском рынке, у общественных распространителей. Стоимость билета 100 рублей. Информация по телефону 32 58 74.